Хамус, он это ключ, он даже по форме, да, похож на ключ. Это ключ, наверное, от всех ворот. Это ключ от души, в принципе, каждого человека, наверное. И почему он так трогает людей? Потому что он, опять-таки, я считаю, вот этим своим ключом открывает какой-то генный код. У нас на Украине говорят, где пуп закопали, там твоя и родина. Ну вот. Тело у меня украинская кровь, а душа во мне вложена на этой земле. Я родилась в Якутии, я родилась в Якутске, душу я получила здесь. Поэтому смешение все равно есть. Поэтому я все равно Багныбын. Я до школы я вообще представления о музыке не имела, практически никакого. И меня спрашивают, на каком инструменте будешь учиться? Я говорю, а какие есть? Я никакого не знала. Они такие, ну, фортепиано, и начали мне перечислять. Я такая, о, какое красивое название, фортепиано. Такое длинное. Давайте фортепиано, сказала. Мало кто знает, что Ольга Подлужная – профессиональная пианистка. Этим она обязана талантливым педагогам Высшей школы музыки. Однако судьба внесла свои коррективы, словно быстрая игра по черно-белым клавишам, изменив вектор жизни. После того, как врачи обнаружили в голове у Ольги кисту, ей пришлось перенести тяжелую операцию, после которой стали труднее запоминаться музыкальные произведения. Но, как говорится, нет худа без добра. И жизнь преподнесла ей подарок, подарив тот самый ключ, открывающий все двери мира. Ключ, который подарил ей индивидуальность, яркость, самобытность и целый мир. И я теперь ни дня не представляю без хамуса, без поездок, без поиска, без песни. В этом, значит, моя миссия. Как бы это громко ни прозвучало, но все-таки, наверное, пропаганда и сохранение вот нашей культуры. Потому что это неспроста, то, что я занялась именно этим. Это такой случай, когда не я выбирала занятие, а занятие выбрало меня. Ну, не наводя мистики, а просто одна женщина после концерта, очень пожилая женщина, подошла ко мне и прям шепотом мне сказала, что никогда не якой, не говори, что это я, что это все я сама молодец, всегда благодари небеса, и говорит, это все вот сверху тебе спустилось. Она по-якутски мне это все сказала. Наверное, в этом миссия, то, что не гордиться, не болеть никакой звездной болезнью, а просто делать свое дело, развивать культуру, сохранять культуру, потому что все-таки нас мало, мы не такой уж прям многочисленный народ, но культура у нас настолько богата и прекрасна, что нельзя позволить ей как-то забыться, исчезнуть, и нужно обязательно ее адаптировать, развивать. Действительно, одна женщина-якуточка мне после концерта подошла и сказала, спасибо вашей дочке, я побывала там. Когда она играет, такой энергетики я, говорит, не слышала ни в одного хамусиста. Когда исполняешь песню, да, мало просто выйти и спеть песню, да. Надо еще чувствовать эту песню, и надо стараться донести до зрителя так, как будто ты сама как бы живешь в этой песне. И вот поэтому без знания культуры, то просто спеть это невозможно. Если сольные концерты даю, 1,5 часа, час, все, я потом лежу пластом. Я настолько опустошаюсь, я просто настолько все отдаю. Я не могу делать по-другому. Я пытаюсь всегда сделать лучше себя. Я плакала из-за четверок.
И дети думали, что я сумасшедшая. Некоторые даже дружить со мной из-за этого не хотели, потому что, ой, она же странная какая-то, она плачет из-за четверки. Дети тройку получали, радовались, вообще праздник у них там. А я сидела одна в классе и рыдала, потому что вот этот синдром отличницы, вот это желание перепрыгнуть саму себя не давало мне покоя. И так шло по жизни. Я все время пыталась везде вперед, вперед, лучше всех, ударница там, стахановка. Нет, не в этом счастье, чтобы быть лучше всех, чтобы там всем что-то доказать. Зачем это? Ты должен в первую очередь в гармонии с собой жить. Убитый, опустошенный, энергетически высосанный, ты никому не будешь нужен, интересен. Поэтому я сейчас пересмотрела свое отношение к работе. И как бы ни был прекрасен хамус, эти песни, все это все равно отнимает очень много энергии. Для меня проще петь и танцевать, чем играть на хамусе. Потому что хамус, он открывает тебя, прям вот выворачивает тебя вот наизнанку прям. И все, кто захочет, может зайти в твою душу. И люди разные бывают. Поэтому так сильно открываясь, нужно, наверное, еще уметь фильтровать тех, кто входит в твою душу. Ольга не всякого впускает в свою жизнь. Стопроцентным исключением являются только звуки. Звуки любой музыки. Главное, чтобы они были гармоничными, несущими определенные положительные вибрации. Кстати, с такими звуками она впустила в свою жизнь и новое имя. Да, я рождена, конечно, была как Ольга. Хотя меня дедушка хотел назвать вообще Клинтой. Он позвонил маме и сказал: назови Клинтой дочку. Мама, что за Клинта? Что за имя? Мама хотела назвать Софией, по-моему, Маргаритой. А папа сказал Ольга, и все. И у меня даже почему-то не было никаких сомнений об имени Олена. Меня же, Олена же сейчас меня зовут по паспорту. И я вот все, Олена. Ну, то есть это украинское имя. На самом деле, конечно, Олена произносится, но в России Олена говорят. Сейчас меня как ни называют, и Алена, и Лена, и все, и Олеся. То есть все запуталось, у меня стало очень много имен. Это хорошо, пусть у меня будет много имен, пусть меня знают под разными именами, чтобы, как говорится, если что-то плохое захочет меня преследовать, оно не знало, по какому пути меня искать. В тот день, когда я родилась, 25 марта, по церковному календарю это именины Елены. То есть, получается, я совместила имя земное, мирское, Ольга, которое мне дали родители, и церковное Елена, святая Елена. И у меня получилось Олена. И получается, это неспроста, это значит тоже в этом есть какой-то промысел. И жизнь немножко изменилась, да. Отец мой был жив, да? В том году, царство ему небесное, умер. Позвонила и сказала: у нас уже не Оля, а Олена. А отец говорит: а откуда она узнала, что моя прабабушка была Олена? Говорю: я-то слышала, когда мы еще дома жили, это 40 лет тому назад, да? А не знаю, вот, и жизнь совсем по-другому пошла. Надо сказать, что у Ольги Олены есть и еще одно имя – сценическое. Такое же красивое, яркое и значимое. Для всех, конечно, я осталась Ольга Подлужная с детства, конечно. Но псевдоним у меня есть Утай. Он называется, и мой альбом хамусной музыки так называется, тоже Утай, с двумя У спереди. И как только я начала свой псевдоним выносить в свет, говорить о нем людям, первым делом мне позвонил директор музея хамуса Николай Шигин и сказал: молодец. И он меня с тех пор только Утай и называет. Он сказал: прям тебе очень подходит, это прям в тему, это прям твое. И да, я ощущаю себя Утай, наверное. Вот именно вот это корень слова У, вода. Вот это текучее мое состояние, я пытаюсь все время в нем находиться, потому что вода, она же все обойдет, все препятствия. И даже камень она проточит, промоет, как бы, да. И вода — это вообще такая интересная стихия, что она может сотворять, но она может и уничтожать. И мы это знаем по реке, по нашей линии. Это сильная стихия. Но я свою воду держу в таком русле гармонии. И больше, конечно, это направлено на созидание. Вдоль берегов Великой Лены
сквозь века и перемены, народы разные живут. Мы вместе смело идем вперед, традиции предков храня. Мы вместе сильный и дружный народ, Якутия, мы любим тебя. Сегодня Ольга Подлужная утой плывет по сценическим волнам. То бушует, как разъяренный волк, то стихает, как весенняя птичка. Но она не всегда так плыла по волнам счастья. Порой жестокий мир давал о себе знать и уводил ее к далеким берегам чужой земли. В один из таких дней судьба приготовила семье Подлужных неприятное событие, связанное с их сыном и братом Петром. И его друзья соблазнили, потому что он мастер на все руки. Поедем в Казахстан, там бизнес построим. Ну, уехали туда. Большие города – большие надежды. Они манят, чаруют и околдовывают. Люди видят в них перспективы, возможности и новые пути. Каждый пытается начать свою жизнь с чистого листа. И надо отдать должное им за их смелость и открытый взгляд в будущее. Однако двери в новую жизнь впускают далеко не всех. У него украли сумку с документами. У них бизнес в этих друзей не получился. И они на своем микрике уехали, а его оставили там, потому что оформить по новые документы была большая проблема, а денег нету. И вот так вот там 7 лет. Ну, сначала то в одного мастера где-нибудь там в автомастерской пристроиться, то там, то там. Ну, так как-то перебивался и позванивал домой, поздравлял меня всегда с днем рождения. А потом раз, все пропало. Это был вот тревожный звонок, то, что он не поздравил меня на день рождения, он не поздравил маму. И я уже вижу, как мама чахнет, она переживает, плачет, ей плохо. А получилось так, что где-то они там в бане, и он упал сильно на кафельный пол головой, и начали ноги отказывать. Об этом случае родные узнают гораздо позже. А пока они по-прежнему томились неизвестностью, наполненной печальными слухами. Что чувствует мать, когда ей говорят, что ее ребенка, пусть и взрослого, нет? А что чувствуют при этом родные и близкие? Гнев? Ярость? Обиду? Нет, они просто в это не верят. Мы рыдали, я скрывала это от матери. Это был какой-то просто страшный сон. Я разнесла полквартиры, поразбивала все, что можно было в истерике. Почему нужно было довести типа человека вот, ну, до такого, потерять брата, чтобы понять, как он тебе нужен и как ты его любишь на самом деле. Но слезы останавливались, они не... Взрыв эмоций, а потом хоп, и резко высыхают слезы. И я думаю, это знак, значит, живой, живой. И сон приснился, что он сидит дома на фоне красного ковра нашего старого, которого уже давным-давно нет. Этот ковер выбросили. А красный он цвет жизни. И маме рассказала сон. Мама говорит, живой, найдем. А материнское сердце не подведешь. Вот душа болит. Оля, Оля, давай искать, ну ты же можешь. На тот момент мое видео в интернете из Алдана, 85 лет Алдану, выстрелило очень в интернете, и там было 4 с чем-то миллиона просмотров. Все об этом говорили, все интересовались моей персоной по всему миру. Пошел бум, такой всплеск, да? И под этот, как говорится, шум я положила фото брата, что я ищу. Благодаря тому, что столько людей посмотрело мое видео и решили помочь. И прежде всего это была Ирина Белова из Казахстана и Малик Жумагалиев тоже из Казахстана. Это 2 человека, которые помогли и полностью от А до Я меня сопровождали в поисках брата. И получилось так, что в Казахстане до органов уже, для силовых структур дошло, что вот общественность бунтует, и как бы как так, человек пропал, почему органы бездействуют, все. Человека нашли за ночь, органы. Сину, 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 ангел мій, я тобі щасливу зичу долю, добре серце матимеш в житті, а я пишатимусь
тобою. Просто человек попал в рабство, он за хлеб, за еду, за ночлег ремонтировал машины. Мама чувствовала, видимо, это все материнское, это сердце, что ему там тяжело, плохо. Но только вот его талант автослесаря, то, что он с детства, он просто с ума сходил по машинам, у него золотые руки, он любую машину поднимет, он переберет ее за ночь, он ее всю, он фанат своего дела. Я фанат музыки, он фанат машин. Отношения между братом и сестрой, надо сказать, никогда не были близкими. Прежде всего из-за большой разницы в возрасте. Но родители наделили своих детей талантами, благодаря которым один выжил, второй помог выжить другому. В этом смысле Хамус действительно оказался ключом к душе человека. Его звуки тронули самую тонкую, самую древнюю струну – наше изначальное единство, родство всех людей. Да, мы обнялись, и именно в тот момент я почувствовала, что наконец-то моя связь с братом восстановилась. И, возможно, даже не восстановилась, а родилась. Так получилось, что когда-то в детстве он научил меня ходить, поставил на ноги. А я в благодарность, возможно, спустя столько лет, я его поставила на ноги. Я его вернула к человеческой жизни, я вернула его в жизнь. Рано или поздно каждый из нас начинает задумываться над смыслом своей жизни. Если человек стал спрашивать себя об этом, то, как правило, у него на это могут быть две причины. Либо человек находится в замешательстве, и он не знает, куда двигаться дальше, либо наоборот, он вырос духовно, и его природа требует личностного роста. Наша героиня тоже столкнулась с этим вопросом. Но если с первым у Ольги все в порядке, то во втором случае есть над чем подумать. Карьера, слава, деньги, признание – это все хорошо, конечно, это приятно, цветы, аплодисменты, все такое, да? Но ничего важнее семьи в этой жизни нет. И, наверное, этим моментом свыше, вот этот высший разум, он мне показал: успокойся, слава твоя в старости тебе не принесет стакан воды, не подаст. Твои поклонники, там еще кто-то, да, они, в принципе, там какое-то время тебя поддержат, если с тобой что-то случится, но ты все равно никому не будешь нужен, кроме своих родителей и кроме своей родной крови. Кровные узы самые сильные. Если любовь к матери абсолютно и безоговорочна, то у отцов своя миссия. Не хуже и не лучше, а просто своя. И это прекрасно. Папа, конечно, это эталон. Любила всегда и люблю просто до безумия отца. И в детстве меня спрашивали, кого любишь больше, папу или маму? Я не задумывалась, папу. Конечно, потом со временем я понимала, что я люблю родителей абсолютно одинаково. Невозможно выбрать как там. Но вот папа это, конечно, папа. Я папина дочка, избалованная, изнеженная его вниманием, заботой. Мы никогда ни в чем не нуждались, мы никогда... Все всегда в доме было лучшее, всегда чисто убрано, хозяйственный. У нас папа с любым вопросом ты к нему можешь обратиться. Что у тебя там, чуть ли не набойки поменять, да, на каблуках и заканчивать построить дом. То есть папа всегда все строил сам, зарабатывал сам, трудяга. Он заслуженный работник связи Республики Саха-Якутия. Он объездил пол России, всю республику телефонизировал. Это умнейший человек. У них с мамой разные отношения ко мне. Мама, она немножко меня к себе, а папа, наоборот, он все время: лети вперед, давай, и развивайся, и езжай куда-то, делай что-то, не сиди на месте. Мудрость, мужчине важна мудрость, сдержанность. Я никогда не видела, что папа кричал, орал, истерил там, да. Он всегда сдержан, он очень выверено все у него, все грамотно, но при этом он не холодный, он очень теплый, живой, он поддерживает. Он говорит мало, но если папа скажет, мама может много говорить, там советы, ругать, там еще что-то. Папа молчит, наблюдает, потом как скажет, у тебя прям хоп, все перевернулось и все стало понятно. Поэтому папины советы, особенно жизненные, они очень врезаются, и прямо я их слышу, беру за остов. Мы другие люди. Куда бы мы ни поехали нашими делегациями, или куда бы я сама ни поехала, все люди, пообщавшись с нами, говорят, что мы дети природы, что ли.
И говорят, что мы очень сильные люди. Прям от нас вот волнами идет вибрация. А потом, когда они к нам приезжают уже, иностранцы, допустим, наши друзья, те же ливанцы, они говорят, что-то в воздухе, something in the air. То есть они не могут понять, не могут объяснить словами, но они чувствуют что-то в воздухе. Наша героиня проживает свою жизнь не только с помощью хомуса, звуки которого предопределили ее путь. Жизнь Ольги вообще напоминает редкую книгу, страницы которой постепенно наполняли ее смыслом. И это не наспех прочитанная брошюра, а не единожды перечитываемый ею многотомник. Ведь долгие поиски истины нащупывались еще в далеком детстве, когда она делала робкие попытки сочинять стихи. Летит сквозь время вдохновение, в открытое окно влетает птицей. Вокруг поэта кружит словно привиденье и помогает в суете дневной забыться. Он околдован красотою музы вдохновения, берет перо, садится в тишине забвения и начинает создавать свое творение о музе, прилетевшей как спасение. И вот закончил он писать, не отодвинул он тетрадь, подпер главу свою руками и дивится, как написал я это, как я смог забыться. А вдохновение уж летит обратно и прилетит, когда наступит нужный срок, когда поэт присядет, и приятно для музы будет отворить в душе его заветный поэтический замок. Вот так он пишет все творения, когда приходит вдохновение и дарит эти сочинения своей прекрасной музе тайного забвения. Я, конечно, черпаю свое вдохновение из музыки, наверное. Сначала в душе звучит какая-то мелодия, звучит ритм стиха. И потом уже на этот ритм я кладу слова. Они выходят одним дыханием. Ну а дальше творчество накрыло ее большой волной необузданной фантазии, из которой, как из рога изобилия, полилась музыка, своя, идущая из самых глубин сознания, когда уже совсем не хочется молчать, а только творить и успевать ее записывать. И недавно меня попросили написать песню на День города на слова учителя нашего якутского языка Василия Давыдовича. Она красива и утонченна, как всякая украинская девчина, и талантлива, как любая якутская девушка. Украина подарила ей родителей, а Якутия – душу. Наша героиня с помощью хомуса обрела мудрость, спокойствие и силу, которые идут от самой природы. И эта музыка, подобно дождю, капля за каплей просачивается в сердца, оживляет и очищает их, открывая врата души. Я распахну врата души, когда есть музыки звучание, и к совершенству пусть спешит струны натянутой дрожание, вибрации нежный монолог, полет души, как птица в стае, с прекрасным чувством диалог, миг высшей точки пусть настанет. Вот такая она, жизненная история музыканта, прекрасной пианистки и виртуозной хомусистки Ольги Олены Утай.